Здравствуйте, я всех приветствую. Я хотел бы сказать несколько слов по поводу прошедшего митинга в Ингушетии в поддержку Кемерово. Разъясняю всем, что цель прошедшего митинга солидарности в Ингушетии с пострадавшими жителями в Кемерово имеет свои определения. Это проявление гражданской солидарности и простое человеческое сострадание к родственникам погибших людей в результате чудовищного пожара. Проявление позиции ингушского народа о мирном и дружеском сосуществовании в многонациональной России. Показать всему миру о своей толерантности и представлении народа, исповедующего ислам, как религию мира и добра. Любой проправительственный митинг носит свой политический оттенок. В данном случае Ингушетия, как один из субъектов Российской Федерации и глава, как один из назначенных руководством Кремля на эту должность, обязан беспрекословно выполнять все поставленные перед регионом задачи. Теперь я хочу обратиться к тем, кто переводит этот митинг и всякое миролюбие, проявленное благородными войнахами, в религиозную, национальную и политическую плоскость. Думаю, что многие из вас, здравомыслящие люди, понимают, что многие беды и несчастья на Кавказ пришли с приходом империализма, а точнее с ее методами правления в прошлом, направленные на покорение малых народов Кавказа. Не углубляясь во многие века назад, я предпочел некоторые события 20 и 21 века. Разочарование войнахов в справедливости со стороны государства считаю вполне объяснимо по ряду причин, как депортация и массовая гибель войнахов в ее период. Неисполнение государством закона о реабилитации репрессированных народов. Непризнание государством депортацию малых народов, как спланированный сталинский геноцид и ущемление национального достоинства этих народов. Насильственное отторжение в 1944 году пригородного района Западной Ингушетии, который является колыбелью ингушского народа, переданный и находящийся вопреки всем законам в состав Северной Осетии, нарушая территориальную целостность Ингушетии и ее административные границы. Приостановление Следственным комитетом Российской Федерации дела о так называемом осетино-ингушском конфликте в 1992 году, в результате которого более 70 тысяч ингушей стали беженцами и лишились своих домов и имущества. Более 900 человек гражданских лиц ингушской национальности были убиты за считанные дни этого конфликта. А также свыше 200 человек до сих пор находятся в списках пропавших без вести. Так же, как кровавая авантюра, начавшаяся в 1994 году в Чеченской Республике, унесшая жизни более 300 тысяч человек, а оставшееся население Чечни стало вынужденными переселенцами внутри страны и за ее пределами. Также будет уместно напомнить об Ауховском районе Чечни, переданный под юрисдикцию Дагестана после сталинской депортации чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию. Немаловажную роль играет в негативном мышлении населения Кавказа это отсутствие рабочих мест и бесперспективность подрастающего поколения. Коррупция в эшелонах власти и произвол чиновников. Разделение общества на категории богатый, бедный, нищий. Все это и многое другое, на мой взгляд, мешает сегодня полноценному развитию регионов на Кавказе. Эти нерешенные глобальные вопросы народов Кавказа отбрасывают назад развитие культурного общества на Кавказе, а также консолидацию многонационального Кавказа в общекавказскую семью. Свои мысли по этому поводу вы можете оставить в комментариях. Всего доброго, до свидания.